Здравствуйте, уважаемые телезрители! Уже стало доброй традицией, что в нашей передаче мы знакомим вас с талантливыми музыкантами, которых хорошо уже знают в Абхазии и которые достойно представляют ее за пределами республики. Сегодня мы хотим познакомить вас с 13-летней Каей Хупоре и 16-летней Лизой Логуа, ученицами заслуженного педагога Абхазии Елены Георгиевны Карабулат. Я начала заниматься музыкой с 5 лет, и попала в музыкальную школу я абсолютно случайно. Я тогда ходила в детский садик, но его закрыли на ремонт. Ну и как-то мы с мамой проходили мимо музыкальной школы на новом районе и решили зайти. Там как раз работала и до сих пор работает зауч Багдасарян Инесса Семеновна. Ну, она меня прослушала и предложила начать занятия. Она стала моим педагогом, и была ею на протяжении 10 лет. И я ей благодарна за то, что она смогла привить мне любовь к музыке. Конечно, бывали такие моменты, когда у меня что-то не получалось. Я помню даже, когда сидела маленькая за пианино и плакала, потому что не могла выучить какое-то произведение. Но чтобы бросать музыку, у меня такой мысли никогда не было. И еще я считаю, что большую роль сыграло то, что я полюбила своего учителя, и она для меня стала как вторая мама в музыке. С самого начала занятий она показывала себя как очень добрый человек, она тепло относилась ко мне, и не только ко мне, а вообще ко всем своим ученикам. Она советовала мне слушать разную музыку, и у меня сложился хороший музыкальный вкус, я считаю. Произведения Листа, Шопена, Рахманинова, многих композиторов известных. Но вот самый любимый композитор — это Прокофьев. Почему? Потому что я считаю, что его музыка, она соответствует моему характеру. А как это? Ну, она у него более такая, не то чтобы жесткая, но, в общем, скажу так, характер у меня не мягкий. Думаю, вы поймете. На самом деле, музыка удовольствие мне приносила с самого начала. Это, опять же, заслуга моей первой учительницы. Она меня смогла так увлечь, что я могла сидеть дома, вообще никуда не выходить, не гулять, сидела, занималась. Мне жалко моих соседей, которые меня 12 лет терпят уже, но все-таки спасибо им за это. Я также люблю, например, с мамой, когда мы вечером сидим, мы можем слушать допоздна разную музыку, составлять свои плейлисты, свои подборки классической музыки. Также мне еще нравится принимать участие в различных концертах, как в училище, так и в филармонии. Например, вот мой любимый концерт — это кончерто гроссо, это концерт с оркестром, он проводится каждый год, и принимала я участие в нем, начиная с 9 лет, и исполняла я произведения таких композиторов, как Моцарт. Я играла 2 концерта Моцарта, Рзаева, 2 концерта Бетховена, Сен-Санса и последний в декабре Шостаковича. Вообще конкурсы — это важная часть моей жизни, в особенности зарубежные.
Например, вот это хорошая возможность знакомиться с культурой людей или познакомиться с новыми, обрести друзей. Например, вот когда я участвовала в конкурсе в Италии во второй раз, к нам приехал специально на встречу из Швейцарии мамин знакомый, с которым я не виделась с 5 лет. Или, например, вот также познакомилась с Марией Челмакиной. Она работает хормейстером в Московской государственной консерватории. Она тоже принимала там участие в конкурсе, заняла 1 место. Познакомилась еще с профессором Московской консерватории Александром Соловьевым. Также он пригласил меня на свой конкурс «Виват Музыка», который каждый год проводится в Москве. И подружилась еще с мальчиком Никитой Воронцовым, который принимал участие в проекте «Щелкунчик». И в конкурсе в Италии мы с ним заняли 1 место. Лиза у меня 2-й год учится всего, она из 4-й музыкальной школы, а Кая у меня учится с 5 лет. Когда взрослый ученик приходит, после того, что она столько училась, конечно, сразу притираться трудно, потому что она все-таки училась у другого педагога. Ну, притираемся, получается, иногда хуже, иногда лучше, но в основном да. Когда начинаешь с такого вот, как вот с Каечкой я начала заниматься с 5 лет, мне, конечно, проще. Она уже привыкла ко мне, она уже говорит моим языком. Вот. Ну, так, это у всех так, не то, что у меня там. Все равно получаешь новую ученицу, все равно начинаешь искать какие-то пути, которые бы привели к ее сердцу, к тому, чтобы она пожелала это. Дети иногда противятся. А я так играла, а я так учила, а меня так учили. Нужно объяснить, что да, тебя учили замечательно, но теперь ты уже учишься у меня, и мне кажется, ну, в общем, вот в таком вот духе. Я начала заниматься музыкой в возрасте 5 лет. Я занималась, все 7 классов я занималась во 2-й музыкальной школе имени Джергени. Вот этот 1 год я училась в подготовительном курсе при училище. В общем, я занимаюсь уже музыкой 8 лет. Конечно, в самом начале были какие-то трудности, например, там, знать нотную грамоту, прислушиваться к советам своего педагога, с ним быть как бы в контакте было немного трудно, но со временем это стало более как бы легко. Прислушиваясь к советам своего педагога, она все время дает тебе, она дает тебе какие-то требования, их нужно обязательно выполнять, как бы без них было бы очень трудно. Естественно, были препятствия, в этом очень сильно помогали также родители, ну, в основном, конечно, педагог, например, перед каждым выступлением она подбадривала, говорила, где какие взять краски, где не ошибиться, где можно сделать форте и пиано, например. В возрасте 8 лет, я тогда училась в 3 классе, мне рассказали, что ведется ежегодный республиканский конкурс при училище, и мне предложили в нем принять участие. Я согласилась довольно-таки. Вот уже 5 лет я все время в них участвую. Музыкант, который соревнуется с другими музыкантами, конечно, чувствует к ним положительные эмоции, наверное, потому что как бы
рядом находятся друзья, ты все время их подбадриваешь. Наравне с ними как бы чувствуешь себя очень странно. Вот, например, ты выходишь и не хочешь как бы обидеть друг друга, в тот же момент ты хочешь не подвести своего педагога, сыграть хорошо, но тем не менее ты желаешь всем остальным соперникам удачи во всех выступлениях. Я думаю, ты участвовала в республиканских конкурсах, Да. А сколько раз и какие вот тебе удавалось достижения твои, можешь сказать? Я принимала участие, наверное, по-моему, 4 раза, и все время я брала первые места. Вот в этом году я взяла гран-при вместе с Эмилией Марией Тарзян-Хагба. Она играет на скрипке, а я взяла вот первый в своей жизни гран-при. Я принимала участие в конкурсах, начиная с 8 лет. Мой самый первый конкурс – это республиканский конкурс юных музыкантов имени Чичба. Я принимала в нем участие в 2010 году и заняла первое место. Как раз после конкурса, после гала-концерта, наш абхазский композитор Петр Дмитриевич Петров, он подарил мне ноты своего произведения. А на зарубежные конкурсы я начала выезжать с 2015 года. Первый город, куда я поехала, это был город Сочи. А далее я уже принимала участие в Туле, в Крыму, в Стамбуле, в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пезаро и Модене. Конечно, самый запоминающийся, я думаю, это был конкурс в Санкт-Петербурге. Я помню, как после выступления я зашла за кулисы и сразу начала плакать, но это были слезы счастья и слезы облегчения, потому что я справилась и не подвела учителя. Я играла на этом конкурсе произведение абхазского композитора Леонида Чепелянского, и мне было приятно получить положительный отзыв о себе от декана Петербургской консерватории Леонида Михайловича Зайчика. Сколько тебе тогда лет? Мне тогда было 14. Я благодарна своей учительнице Елене Георгиевне за то, что она мне за эти 2 года помогла стать увереннее в себе. Я получила еще больше какую-то закалку и начала все-таки чуть увереннее чувствовать себя на сцене, чем в музыкальной школе. Она
приносят какие-то произведения, мы их разбираем, смотрим. Ну, если что-то не понравится, то мы можем вместе подумать над тем, каким произведением его можно заменить. Мама, ее зовут Бондарева Галина Ивановна. Она на самом деле является самым верным моим слушателем. Она всегда поддержит меня в трудную минуту. И я ей за это все очень благодарна, потому что если бы не она, по большей части у меня бы не было сейчас таких заслуг, которые я имею. В данный момент я учусь на 2-м курсе музыкального училища, вот сейчас перехожу на 3-й. И в дальнейшем я планирую закончить здесь 2 года, но уже в следующем году у меня планы поехать в несколько консерваторий на прослушивание к нескольким профессорам, в Москву и в Ростов-на-Дону. Мне нравится даже сама атмосфера и нравится сам процесс работы, репетиции. И вообще я считаю то, что это выглядит эффектно, и это дает большой опыт ученику. Именно игра с оркестром? Да, да. И еще я хотела бы сказать спасибо нашему дирижеру и нашему оркестру, нашему дирижеру Давиду Вагеевичу Тарзян за то, что он поддерживает нас на репетициях, ведь когда на репетициях уже начинают сдавать нервы, начинают ломаться ногти, кожа начинает сдираться, очень важно слышать теплые слова поддержки. Помимо музыки, особо никаких, но, допустим, если я не сижу за пианино, то мне нравится читать книги, например, по психологии Дейла Карнеги или Дугласа Мосс. Ну, еще люблю готовить, ищу в интернете разные рецепты и экспериментирую. Самым главным учителем, наверное, считаю, музыки, это, конечно же, мой педагог, который все время дает тебе правильно выразить все свои чувства, играя на фортепиано. Также, наверное,
главным учителем, наверное, будут родители, которые все время подбадривают тебя, говорят, что у тебя все получится. Я мечтаю, например, закончить с отличием училище, поступить в Московскую консерваторию, отучиться там и стать известным музыкантом, таким как, например, Денис Мацуев, Евгений Кисин, там, Баренбой Даниэль, Марта Аргерих, такие известные пианисты. Я хочу быть, ну, как бы, с ними на одной волне. Где ты наблюдаешь за другими музыкантами? Вот как это происходит? Это как урок вам дают или как? Не то чтобы как урок, например, играем мы одно произведение, как бы, чтобы прослушать в исполнении других исполнителей. Вот мы иногда натыкаемся на таких известных исполнителей, пианистов. Например, я играла Глинка Жаворонка, его романс. Вот, это был Глинка. Я послушала, как он играет, и внесла его исполнение как бы в свое. И получилось достаточно очень красиво, всем понравилось все. Когда находится с тобой рядом педагог, который все время подбадривает тебя, конечно, этот стресс как бы уходит, ты находишься на одной волне со всем залом, они тоже очень сильно на тебя влияют. Например, когда играешь оркестром, они тоже как бы влияют на тебя очень сильно, ты прислушиваешься к ним, как бы ты успокаиваешься. В свободное время провожу, например, играю со своей старшей сестрой в волейбол, но в волейбол играть нельзя, потому что это очень сильно вредит своим пальцем, и поэтому очень часто родители за это ругают. А так я также люблю заниматься большим теннисом со своей младшей сестрой. Мы очень часто с ней по вечерам, по часам занимаемся. Это приносит также большое удовольствие. Также я люблю заниматься, в принципе, любой вид спорта мне очень нравится. Люблю заниматься чтением. Таким было наше знакомство с юными пианистками. Мы желаем им творческих успехов и выступления на самых лучших сценических площадках. Ну а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.